Добрый день, дорогие друзья, доброго времени суток. Со мной рядом находится замечательный человек. Владислав, представься, пожалуйста. Вот это, я знаю, что ты и музыкант, и продюсер, и вообще занимаешься музыкой очень много, да? Мы сейчас находимся в Академии современного искусства. Расскажи, пожалуйста, о себе, вот вкратце. Всем привет, кто нас будет смотреть. Да, я из Ижевска, Республика Удмуртия. Я, как вы правильно сказали, и организатор, и продюсер, и музыкант национального проекта по продвижению и сохранению удмуртской культуры. Почему именно этим я занимаюсь уже порядка 12 лет? Потому что наш родной язык, наша идентичность, наша родина, где я расту, это Удмуртский край, где есть свой язык. Понятное дело, русский — это наша привилегированная, наверное, большая часть на всей нашей Российской Федерации, но есть и малые народы, которые надо сохранять. И я конкретно занимаюсь тем, что я сохраняю через музыку, через артистов, через концерты, через дискотеки для молодежи, через, опять же, те же самые обработки оригинальных композиций и через фестиваль. Главное, что я делаю, это такой эпик. Раз в год я устраиваю большой национальный фестиваль под открытым небом. Где он проходит? Он проходит в Удмуртии, село Шаркан. Он называется Open Air Эктоника. И уже проходит, слава богу, седьмой год подряд. И я вам скажу даже больше, когда в этом году по всей России полностью были запрещены все фестивали, я сумел добиться с переносом, но все-таки я его сделал, мы провели фестиваль. Поздравляю, потому что Спасибо на самом большое. деле это большое достижение и говорит о том, что действительно народу это нужно. Я считаю, что сейчас, наверное, существует все-таки проблема малых народов, потому что мы все европезируемся, американизируемся, да. Это благодаря вот средствам массовой информации уже давно происходит. Это благодаря вот радиостанциям многим, да, вообще уважающаяся страна, она как бы пытается вот именно народную песню свою, да, вот, допустим, у нас многонациональное государство, то есть должна быть какая-то радиостанция, которая бы песни разных народов, именно этнические, да, я не говорю там, не будем называть коллективы народные, которые, как сегодня, я считаю, пошляют иногда народную песню, между нами говоря. Вот. Но, тем не менее, вот исконно национальные традиции, собственный язык, собственную культуру, какие-то обряды, да, вот это очень важно сохранять, чтобы государство именно было и многонациональным, потому что мы об этом говорим, и все мы разные, но мы должны уважать культуру друг друга. Ты согласен с этим? Я полностью поддерживаю. В свою очередь я хочу сказать то, что у малых народов как бы априори уже должно быть. Это своя национальная радиостанция, свое национальное телевидение. Она у нас есть. Я являюсь еще и сотрудником телерадиокомпании «Моя Удмуртия». Конечно, в будущем, естественно, планируется, что будет полноценная удмуртская радиостанция. Когда гости приезжают к нам в республику, они включают радиостанцию, конечно же, хочется услышать, да, они хотят услышать, чем республика интересна, услышать наш язык, а они попадают на русскоязычные песни, и поэтому они такие говорят: так, это Удмуртия, или мы опять там, грубо говоря, из своего города никуда не уехали, грубо говоря, из Москвы. Поэтому национальному, конечно, хочется, чтобы больше уделялось внимания. Над этим работаем, создаются и песни. У нас много молодежи, которая пишет, прям, я бы сказал, каждый день пишет, даже в условиях сейчас пандемии, когда нет концертов, а обычно это у нас как артисты бывают, есть концерт, давайте пишем новые песни. А даже сейчас, когда вот у нас прошло вот эти полгода, и артисты остались, так сказать, за чертой такой, что... В изоляции. Да, в изоляции, они все равно продолжают писать. Мы сделали даже такую поддержку, когда пошла вот эта пандемия, еще первая волна, я придумал проект «Домашний концерт». Хочу сказать, что это не новое, это вообще не новье, но для Удмуртии это сколыхнуло. Артисты, когда все надо было сидеть дома, писали, записывали песни на простой домашний микрофон, на простые телефоны, на свои камеры.
присылали мне эти видео. Ты монтировал, да? Я монтировал, с ребятами у меня команда есть, у нас и видео, и аудио продакшн, и потом мы это заливали в интернет. И отклик был просто колоссальный. У нас там порядка больше 100 тысяч просмотров. Ничего себе. Ну, то есть охват вся Учитывая то, республика. что это специфический контент. Да, да. И приятно то, что в Ютубе ты смотришь статистику, можно смотреть города, кто тебя посмотрит, да. И ты понимаешь, что тебя смотрят не только Удмуртия, не только наши столицы, но и ближайшие регионы. Ты смотришь, что даже из Германии смотрят, из Соединенных Штатов смотрят. И это приятно. То есть наши люди есть везде. Как говорит Ольга Бузова. Ты знаешь, вот просто порадовал, потому что я, честно говоря, особенно вот в детстве, например, я же вырос в Советском Союзе, и нам говорили о том, что у нас, вот даже мы открываем букварь, да, и там было такое, что вот в национальных костюмах все народы представлены, ну, большая часть там, да, скажем, представленных народов. Но вот то, что касается северных народов, да, сегодня происходят вот необратимые такие процессы. Вот хорошо, что у вас это все живет, и хорошо, что вот есть такие энтузиасты, которые это возродили. Вот ты говоришь, 7 лет уже фестиваль проходит. Это достаточно большой срок, и это уже молодежь воспитывает. Те люди, которые туда приходят, идет воспитательный процесс, то есть сохраняется культура. Потому что сегодня зачастую, если мы приезжаем в какие-то туристически привлекательные места, там, да, ну, не будем говорить, какие регионы, там только гастрономическая сторона предоставлена, и действительно фоном мы можем слышать, допустим, там, я не знаю, там, может быть, Риану, может быть, там еще кого-то, там, Стаса Михайлова, да, то есть тот же самый контент, Филипп Киркоров, там, я не знаю, звучит по радио, да, хотя мы кушаем национальную, вот, какой-то там ресторан и так далее. Нет даже, может быть, национальных костюмов и так далее. Когда создаются именно культурные центры, когда ты говоришь о том, что создано телевидение, и есть радиостанция, которая, это вот большого стоит, ты делаешь большое дело, и я вот просто преклоняюсь перед такими людьми, потому что вот, к сожалению, я, живя на Дону, это вот Ростовская область, да, вижу, что идет падение вот интереса к казачьей песне. Проводятся фестивали, существуют коллективы, множество разных коллективов, но когда начинает звучать казачья песня уже под европейские барабаны, когда там звучат фоном какие-то уже рэповые мотивы, может быть, это как бы имеет право существовать, да? Но мне хотелось бы услышать этнос, понимаешь? У вас вот это не происходит смешение как бы с Европой, или все-таки этнос остается? Ну, по поводу глобализации она есть, она и заходит, и язык его, да, его перестают учить. Поколение, даже так копнул намного глубже, 7 лет это у меня только фестиваль, а вообще я в культуре уже 12 лет, и когда я пришел в культуру, я понял, что молодежь, она перестает учить свой язык, и в этом проблема-то не их даже, а их родителей, потому что они это не передают. А почему они не передают? Ну, потому что они говорят, зачем ты будешь изучать этот язык, если вот есть основные английский, китайский и все, и русский, и как бы и зачем тебе это дальше, куда это пойдет? И молодежи это вот уже в голову вдолбили, они почему-то говорят, да, действительно, зачем так? И культура на тот момент, 12 лет назад, когда я пришел в нее, я понимаю, что она мне самому, как русскому человеку, была неинтересна со стороны. То есть это была просто гармошка, были аранжировки а-ля там 2000 года, 90-х годов, и понятное дело, что молодежь к ним не будет тянуться. Это будут слушать только наши бабушки, дедушки, ну и опять же родители. А хочется, чтобы молодежь к этому тянулась. Поэтому мы с ребятами подошли маленько другому. Как вот вы сказали, то, что взять европейскую культуру и наложить ее... Переработать, да. И это выстрелило. Притом это было сделано, как мы обычно это говорим, это просто вот ради смеха. А давай попробуем. А получилось хорошо, да? Получился хит, мы поставили его на радио, пошли заказы, пошли первые концерты, пошли дискотеки. И мы понимаем, что потребность она есть, где-то она внутри пробудилась.
подтянулись и родственники у детишек, и взрослое поколение. И сейчас данный проект, вот именно в Удмуртии, мы идем как? У нас есть отдельное направление поп, это для взрослого поколения, где у нас звучит гармошка, национальный наш инструмент кречь, такая более простая аранжировка. Есть электронный проект, где мы к этой же гармошке подцепляем наши электронные барабаны, у нас стоит диджей, у нас стоит синтезатор, то есть гитарист. Мы сразу же поверх это все накидываем, и уже это такой получается более экспортный проект. То есть я говорю, как это не стыдно показать, с этим не стыдно выехать, показать культуру вообще с другой стороны. И есть отдельно еще, понятное дело, направление, это концерты. Они же и благотворительные есть, и на которых можно и подзаработать и артистам денежку. И есть простые дискотеки для детей, ну, как говорится, для детей, для молодежи, от 18 до 25 лет. Ты знаешь, как вот интересно, вот говорят, что не бывает таких вот случайных встреч. У нас тоже так получилось, мы когда с женой приехали вот на фестиваль «Красная гвоздика», она вот буквально, жена поняла, что надо писать такие песни. У нее вот, как говорит поэт Александр Шаганов, песни там не пишутся, они случаются, да. И у нее случилась такая песня, в принципе, в этом году там у нас было 450 лет служения казачеству, государству российскому, да. И мы решили написать, есть такой атаман там, Платов, великий атаман, который на самом деле совершил очень много подвигов, он основал город Новочеркасск, ну и много чего сделал для нашего региона. Ну и вот, чтобы молодежь помнила тот формат, который существовал, да, много есть песен о Платове, и мы решили вот пойти по тому же пути, как ты сказал, да, то есть мы решили сделать не какую-то там занудную такую вот музыку, да, мы решили сделать современный подход. И мы написали песню «Атаман Платов», и у нас построили международный аэропорт Платов недалеко от Ростова-на-Дону. И аэропорт Платов, услышав эту песню, взял к себе на борт компания «Азимут», да, и они даже включили в бортовой журнал эту песню. То есть в течение месяца народ, который прилетал в Ростовскую область, слышал эту мою песню «Атаман Платов». И что также договорились, что там люди в Германии, и мне стали звонить даже из Германии, говорить о том, что как хорошо, что есть такие песни. Поэтому очень важно возрождать именно народную традицию, немножко, наверное, все-таки трансформировать, потому что время идет, и если мы с тобой возьмем сейчас просто, допустим, какие-то народные инструменты старые, будем сидеть как... там, допустим, 100 лет назад, да, то нас просто никто не услышит и никто не поймет. Буквально единица привлечет внимание. Вот. Какие планы? Вот ты приехал сегодня с диска в Москву, скажи об этом. Да, мы буквально неделю назад выпустили наш уже 7-й, такой исторический, как его называют, исторический момент, 7-й сборник, 7-я компиляция музыки. Это сборник песен на удмуртском языке, в разных жанрах, начиная от попа, заканчивая рэпом, там же электронное направление. То есть это такой, я называю, срез удмуртской музыки. То есть куда катится удмуртская культура в плане вот музыкальной индустрии. Мне это приятно, потому что я этим уже занимаюсь, вот 7-й выпуск делаю, я то есть отслеживаю весь музыкальный контент, я знаю каждого артиста, а у нас их там порядка уже под 100 человек, я думаю, ну что, которые прям такие на слуху, начиная от великих мэтров, там Анны Плотниковой, Геннадий Гоньков, которые уже такие заслуженные, и заканчивая творческой молодежью, как Богданом Финогенов, Анастасия Иванова, но это уже наши звездочки. Я думаю, что многие, кто заинтересуется, забьют удмуртская музыка в социальных сетях и все послушают. О планах. 7-й сборник это просто срез. Планы это у меня вывести фестиваль на новый уровень. Если сейчас мы уже начинали с 500 человек, сейчас у меня фестиваль собирает порядка 6000 человек. Я хочу добиться, чтобы он уже порядка 10 собирал, то есть вовлечение русского населения уже в удмуртскую культуру, сделать смесь, коллаборацию не только удмуртских артистов с русскими, но и также привлечь ближайшие регионы: Татарстан, Пермский край, Башкирия. То есть уже делать такой межнациональный фестиваль, расширяться, потому что удмуртский мир, он всегда был закрыт.
То есть что-то мы делаем, но мы делаем только для себя, для Мгм. внутреннего какого-то такого рынка. А сейчас время того, что надо это все показывать, надо сейчас время объединений. За этим будущее. То есть ты подаешь пример и другим соседним, так Да, сказать, да. республикам. Ну, мне, честно тебе скажу, очень приятно слышать, отрадно, потому что наш президент говорит о том, что мы должны заниматься патриотизмом, а патриотизм он должен начинаться все-таки с малой родины. Если мы забудем свои корни, свою родную культуру, то говорить о общей российской культуре, мне кажется, именно патриотизм начинается от родного, отчего дома, да, от своей родной, скажем, в твоем случае Удмуртии, потом идет дальше, в, так сказать, широком смысле Россия, все мы, да, и всем надо объединяться, и нам надо уважать наши культуры. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. Я очень рад знакомству. Желаю тебе много успехов в твоей непростой деятельности. И думаю, что вот то, что ты задумал, обязательно осуществится, потому что производишь впечатление человека целеустремленного. Сделано уже немало. Вот. И хочется думать, что однажды на таких федеральных каналах, радиостанциях мы сможем услышать не только русскоязычные песни, но и песни малых народов. Спасибо тебе большое, приятно было познакомиться. Спасибо.